Дорогих гостей в аэропорту Грозного встретили цветами и национальными мотивами. Ну а красная ковровая дорожка проводила участников 6-го международного форума мэров городов Великого Шелкового пути в автобус. Впереди размещение в гостинице. Пятизвездочный Грозный Сити впервые распахнул свои двери для гостей столицы. Утро около 70 участников форума начались экскурсии. Автобус с гостями остановился у центральной мечети сердца Чечни. Унести частичку Грозного с собой позволяет фотографии. Ну а насколько в республике любят футбол, гости смогли ощутить, побывав на стадионе Ахмат-Арена. Они не верится, что несколько лет назад тут была такая разруха, что несколько войн пережила Чеченская республика. Я просто потрясена, и здесь, в общем, все не только восстановилось, но и все как-то дизайнерски продумано. Более подробно узнать о столице республики гости смогли из специального фильма, который открыл 6-й международный форум мэров городов Великого Шелкового пути. Очень значимо, что диалог городов мира проходит в Грозном, отметил глава республики в начале своего выступления. Инвестиционная привлекательность региона растет с каждым днем, активно развивается экономика. Сегодня я с гордостью говорю об успехах возрождения республики. Это достижение всего нашего народа. Мы все вместе и каждый на своем посту реализовали те планы, которые были намечены нашим первым президентом Ахмадом Хаджи Кадыровым. Сегодня наши города и села не только восстановлены, но и не уступают в благоустройстве другим регионам страны. Чеченская республика уверенно встает на путь экономического развития. Поэтому для нас очень важны темы, которые обсуждаются на этом форуме. Несомненно, такие встречи сближают и укрепляют взаимопонимание и сотрудничество, подчеркивает глава республики. Но основную цель встречи мэров городов видит не только в этом. Форум должен показать и реальное положение дел в регионе. У нас были очень, вы знаете, такие моменты в жизни, не по нашей вине. Нам навязали войну. Чеченский народ не сломался, отстояли честь, достоинство государства России. Не только мы не ставим на колени, мы наоборот стали на ноги по направлению экономического развития, политического направления. И все, что у нас происходило и происходит, если вы сами увидите и примете решение, и доведете до тех людей, которым интересна судьба нашего народа, это еще большое достижение для нашей республики, для нашего народа. Поэтому я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы приехали, присутствуете, проводите форум. И я уверен, что в последующем у нас будут и другие развиваться отношения. Ташкент, Узбекистан, Корея, Иран. Число государств, в которых проводился форум, немного, но именно в Грозном, по словам президента Всемирной организации граждан Юнхон Квака, участников форума встретили с особым гостеприимством. Я хочу вновь поблагодарить президента Кадырова Республики Чечня и граждан города Грозный за ваше гостеприимство. Хочу поблагодарить всех участников этого форума, слетевших с разных уголков планеты. Я молюсь за вас и ваши семьи, за успех в вашей жизни, счастье и здоровье. Большое спасибо за ваше внимание. По словам президента Всемирной организации граждан, Грозный впечатляет не только своей новизной и смелыми архитектурными решениями, но и щедростью, коммуникабельностью и равенством полов. Я увидел, как ваш президент Кадыров награждал нескольких женщин. Это был национальный праздник чеченских матерей. И я помню, как я был удивлен, что вместо так называемого обычного подхода, когда людей приглашают подняться на сцену для того, чтобы там им повесили эту награду, ваш президент сделал свой жест. Он спустился со сцены, подошел к матерям для того, чтобы вручить им медали. Вам может показаться, что это нечто неважное, но в моем сердце это вызвало очень важная ассоциация, высокое понимание того, как Грозный ценит своих женщин.
Форум остается не только местом для обмена опытом, но и отличной презентационной площадкой. За 2 дня, в течение которой будет проходить встреча, о своих городах расскажут мэры Индии, Непала, Ирана, Иордании, Пакистана, Китая, Саудовской Аравии, Польши, Киргизии и Турции. Адем Хаджиев, Таймир Хаджиев, Тамерлан Арсанукаев. Новости. Вторая часть форума началась с докладов. Всего выступило 12 участников. Темы, заявленные гостями, самого разного характера, от экономики до культуры. На последней особое внимание уделил представитель Ирана. Более половины населения мира живет в городах, и местное самоуправление играет все более важную роль в их консолидации, отметил он. Дорогие коллеги, культура – это выражение человеческого духа. Инструмент, собирающий людей вместе, несмотря на различия. И сильный фактор вопросов экономического и социального развития городов. Демонстрируя слайд с изображением города Катманду, гость из Непала замечает, что им удалось сохранить исторический облик, несмотря на динамичное развитие. Сходство с ним он видит на примере нашей столицы. Теперь, по его мнению, необходимо бороться за здоровую экологию. И нужно это делать совместными усилиями, уверен он. И не только это. Те из нас, которые могут создать возможность развития, в чем-то копировать друг друга, помогать друг другу становиться сильнее, таким образом будут способствовать совершенствованию нашего общества, так и строительству более благополучного мира. Таким образом, мы объединяем совместные усилия для равного развития, для развития сбалансированного политического состояния, для обеспечения безопасного цивилизованного пространства для наших городов. Говоря об опыте развития межгородского сотрудничества в России и странах СНГ, было отмечено, что столица Чеченской Республики – хорошая площадка для накопления опыта. Еще одна радостная новость. Следующий форум Международной ассамблеи, который объединяет более 80 столиц и региональных центров в 9 странах СНГ, пройдет тоже в Грозном. Для того, чтобы они посмотрели, как здесь решается политика на уровне города, на уровне республики по формированию здорового образа жизни, как учитываются все, значит, интересы, в первую очередь, социальные аспекты в создании комфортных условий проживания горожан. Взаимопонимание и взаимосотрудничество участники «Шелкового пути» считают самой важной составляющей дальнейшего развития. Человеческие существа – это члены единого целого. Если один из них испытывает боль, другие не должны чувствовать себя спокойно. Мусар Хильханов, Муса Харсиев, Резван Абдулмуслимов, Тамерлан Арсанукаев. Новости.